Добрый день! В прямом эфире телеканала «Юрган» программа «Рабочий полдень» в студии Екатерина Борш. Начнем. Аналитический центр НАФИ опросил россиян и выяснил, что в среднем трудоустроенные жители нашей страны не высыпаются почти 3-4 дня в неделю. И даже подсчитали экономическую составляющую. Работодатели в России теряют совокупно по 190 миллиардов рублей в месяц из-за снижения эффективности невыспавшихся сотрудников. Недосыпы связаны как с вредным времяпрепровождением, так и с дополнительным заработком. Кроме того, при одинаковой нагрузке лучше себя чувствуют обычно весной и летом, чем зимой. НАФИ даже рекомендует учитывать это работодателям и на зимнее время планировать меньшую нагрузку. А те, кому посвящен наш эфир сегодня, бодры и веселы, несмотря ни на что. В предстоящие выходные весь мир отметит День пожилых людей. Поэтому мы говорим о наших любимых, заводных, неунывающих бабушках и дедушках. Чем заниматься на пенсии, чтобы не скучать. И, конечно, предлагаем вам, дорогие телезрители, звонить и поздравлять. 46 90 60 телефон прямого эфира. А я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Это председатель районного совета ветеранов Усть-Фымского района Татьяна Павлова. Добрый день. Добрый день, Катерина, и добрый день, дорогие телезрители. Любовь Некрасова, специалист Республиканской общественной организации ветеранов. Добрый день. Добрый день. И председатель совета Сыктывкарской общественной организации ветеранов Владимир Паистин. Здравствуйте. Добрый день. Еще раз напомню, 46 90 60. Воспользуйтесь моментом. Я, конечно, не запрещаю вам задавать вопросы нашим гостям, с этим тоже можно обращаться. Но я думаю, сегодня все-таки праздничный эфир, поэтому передавайте приветы своим любимым бабушкам, дедушкам, мамам, папам. Подружек поздравляйте, тоже звоните. Так что 40 минут у нас на это есть. А для начала я хочу спросить, все-таки праздничные мероприятия всегда к этому дню организовываются. Вот что ждет нас? Ну, прежде всего, мне хотелось сказать, что 20 век подарил уникальное явление человечеству, миру, старение населения. Это действительно уникальное явление, но он и стал создавать проблемы. Вот почему в декабре 1990 года Генеральная ассамблея ООН приняла решение о проведении Международного дня пожилых людей. И вот с 1992 года Россия отмечает этот день. Почему ежегодно? То есть получилось так, что каждый год как бы идет отчет, начиная от первичек, района, города, республики, России, что сделано за год. И я хочу сказать, что может ли совпадение. Я не говорю, что у нас не было программ в то время тогда, но на сегодняшний день это факт, что после этого у нас вышли законы о ветеранах войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, вышли законы о социальной защите населения, социального обслуживания. Это такие событийные были решения, такие очень важные. И поэтому мы, когда эти законы вышли, мы были рады, мы говорили, что надо вот об этом говорить с первого класса, чтобы люди знали, что кто будет работать на государство, они будут получать пенсию, у них будут социальные гарантии, вот, они будут получать звание ветеран труда и так далее, и так далее. То есть это было здорово. И я хочу сказать, что сегодня вот Россия отмечает 25-й раз Международный день пожилых людей. Россия, да. Да, Россия. К мировому событию да, республика отмечает 24-й раз. И я хочу сказать, что все эти годы в каждом городе и районе проходили мероприятия. Меньше, больше. Сегодня, скажем, я хочу сказать, что вот мы с Сыктывкар, мы обратились через панораму столицы газету ко всем руководителям всех форм собственности, чтобы они обратили к этому событию и значит, приняли меры. Я хочу сказать, что, в общем-то, уже у нас 138 периодических ветеранских организаций, и практически в каждой организации проходит мероприятие по знаменательным событиям нашего города, республики, России. И этот день, конечно, вы знаете, вот Международный день, он стал всенародным праздником. Сегодня и празднуют и старый, и млад. Поэтому, когда мы говорим об этом празднике, вот, безусловно, каждое предприятие по-своему празднует тогда, но у нас всегда в городе проходит общегородское мероприятие. Вот оно будет 30 сентября, да, в 3 часа в Театре оперы и балета. Сегодня глава города делает большой концерт в Театре оперы и балета, который вот, посвящен Международному дню пожилых людей. Ну и я говорю, что подведение итога. То есть каждый старается что-то сказать, что прошло. Вот мы тоже такой тоже маленький отчет мы дадим на этом мероприятии.
Ну, а что касается программы, вот сегодня, скажем, у нас разработана программа до 2020 года, старшее поколение. Сегодня правительство Российской Федерации вырабатывает такую стратегию развития социальной защиты пенсионеров до 2025 года. Она всегда усовершенствуется, понимаете? Поэтому вот в уставе у нас сказано, в нашем уставе, что первый вопрос – это политическое воспитание, второй вопрос – это социальная защита ветеранов и культурно-массовая работа. И вот когда мы говорим о внимании, заботе наших ветеранов, мы считаем, что это важнейшая составляющая политического воспитания подрастающего поколения. Это важнейшее, потому что… Ну, то есть мы подаем пример, как да, нужно. Да, потому что… И потом, когда мы Потому что мы говорим, потому что мы говорим, что тот руководитель, который думает о своих пенсионерах, ветеранах, значит, он думает о своем будущем. Я считаю, что вот это очень важный момент, и многие руководители это понимают. И я уже вот, на многих мероприятиях был, в политических ветеранских организациях. Есть много уже даже как бы благодарности через газету наши ветераны объявляют, что вот спасибо за то, что мы провели этот международный день. Он будет в течение всего октября. Татьяна, расскажите, пожалуйста, Усть-Вымский район. Вот как? Я считаю, что это праздник добра, во-первых, мудрости и уважения, который объединяет все поколения сразу, где мы должны поклониться тем, кто нас защитил, тем, кто очень сильно трудился и большую имел работоспособность и дал возможность подняться стране. Сегодня молодое поколение, конечно, тоже работает на республику и дает возможность процветать республике. Вот я считаю, что это праздник всех, потому что все поколения едины. Поэтому у нас тоже будут много мероприятий по району. И сегодня я вот отсюда сразу поеду на мероприятие, которое будет в самом старинном селе нашего района. Это в селе Усть-Вым. Очень красивом селе, я тоже там была. Вот. Это красиво, это вообще, я считаю, достояние республики, потому что там зародилось у нас православие, которое на сегодняшний день существует в республике. Вот. Ну а завтра, так как мы всегда молоды, душою и телом, потому что энергию получаем от природы. Вот. И будет спортивное мероприятие, которое будет посвящено тоже этому празднику. И 1 числа, это в канун самого праздника, тоже будет сам праздник первый. Сам праздник, который будет проходить в Доме культуры. Вот эти мероприятия, которые, конечно, посвящены, и я считаю, они должны вообще всегда быть с нами. Люди, которые отработали такое большое количество времени, они должны быть задействованы, и у них такой опыт большой, такое желание работать большое, поэтому я считаю, их надо всегда привлекать во всем. И все те, которые у нас существуют, и третье поколение, да, я думаю, что в этом плане… Общий праздник. Да, да. Вот я сегодня к эфиру подготовила несколько интересных фактов, информации о бабушках, ну, все-таки в основном бабушек, с разных точек мира, у которых интересные занятия и достижения. И вот в течение эфира хочу о них вам рассказать. И первое, о кого хотела бы рассказать, это австралийка Лин Моррис. Она одна из тех, кто не смог пройти мимо чужой беды, и чтобы скрасить серые будни маленьких беженцев из Сирии, она написала детскую книгу о приключениях плюшевого медведя. И теперь со своими подругами, единомышленницами вяжет мягкие игрушки и передает их в лагеря для беженцев вместе с трогательной историей с хэппи-эндом. На самом деле и наши старшее поколение тоже очень заботливые, внимательные, рукодельные в том числе. И ведь много у нас очень творческих коллективов, каких-то клубов, да, где… Ну, вы понимаете, вот на сегодняшний день в Сыктывкаре у нас более 40 таких ветеранских творческих коллективов. И вы знаете, вот с каждым годом я начинаю понимать, что это потребность. Вот я вспоминаю, когда говорят, что старые и молодые равны тогда, потому что у вас есть ученик, который ходит в школу больше никуда. Другой ходит в хоровой коллектив, в спортивный зал. Вот такая картина у нас получается у пенсионеров. Многие ходят, начинают петь, танцевать, вязать,
ходить на факультеты всевозможные, потому что это появляется потребность. Это на самом деле потребность. Да, у них дел много, но никогда они нет ни одно занятие, ни одно мероприятие. Поэтому вот в этом плане... С кем я не разговаривала, всегда говорят, всегда думаю, выйду на пенсию, буду спать и есть, спать и есть. И времени на это почему-то, когда выходит на пенсию, не хватает вы знаете, совершенно. это люди с активной жизненной позицией. Вот вчера практически они составляли, то есть это мы тоже сам составляли костяк предприятий и организаций. Где это. Сегодня они отдыхают. И вот эта активная жизненная позиция дает им вот активно участвовать в общественной жизни города, района, дома, села. И это очень радует. И наша задача, вот, как Совет ветеранов, создавать эти клубы, создавать эти мероприятия, потому что, ну и самое главное, что очень много инициатив. Вот мы недавно уже год назад, было предложение одной многодетной мамы значит, создать клуб многодетных бабушек. Ну, подумали, раз собрались, два собрались. То есть смысл какой? Раньше они были многодетные мамы, сегодня они многодетные бабушки. Собрали, начали говорить, как их назвать, как вот название. Так вот. Мы из СССР. А почему? Потому что у нас есть рестораны СССР, да? Я выхожу к директору ресторана, так, мы создали вот одноименный, значит, такой коллектив. Давайте мы объединимся, и вы наши учили прием мероприятия. И мы первое мероприятие провели год назад, в канун начала учебного года. Это было здорово. Там пели и бабушки, и как говорится... И дедушки. И дети, и внуки. Вот недавно буквально провели мы еще одно, уже много мероприятий. То есть действительно они нашли себя. Вот, таких примеров много. То есть всегда идет инициатива от них. И я хочу еще раз сказать, что вот эта активная жизненная позиция, она действительно очень важна. И в этом и сильна ветеранская организация. Потому что вот в этих коллективах у наших ветеранов есть такая вот надежда и вера, как бы идет впереди нас. Вот чтобы не мы... Это выборы, это какое-то собрание, какое-то мероприятие. Значит, это всегда надежда и вера идет впереди нас. Потому что она дает возможность собраться, победить любое зло, решить какую-то проблему. И она основана на любви к малой родине и великой России. Вот это огромная сила, потому что она дана нам вот как бы по жизни уже из поколения в поколение, тогда, это традиции, потому что тысячи лет России, и они копились традиции, и эти традиции, они сильны. И как сказал вот президент недавно, что у нас нет другой инициативы, как патриотизм. А что такое патриотизм? Это память, это вот как раз наши традиции. Вы подготовили информацию? Да, можно, да? Небольшую информацию по республиканским организациям. У нас 21 организация районов и городов. И хочется сказать, что вот Владимир Тихонович говорит, неиссякаемой энергии. Да, я удивляюсь, вот работаю в Республиканском совете, удивляюсь, сколько у них энергии, сколько у них азарта. И каждый председатель районов и городов стремится в какую-то изюминку свою показать. Они придумывают, вот, например, вот Усть-Тымский район показали, как можно работать с квотами, с квестами. Да. И, простите. И, значит, получается, Ижемский свои сохраняет традиции, Кагородок творчество там проявляет с добротой. Прилузия более современное направление выбрали. Они работают с грантами, с проектами. Усть-Илимская прижился проект «Родовой дом». В общем, у нас самые интересные проекты, самые интересные задумки. И ветераны, и их просто нельзя назвать, вот, конечно, мы отмечаем День пожилого человека, но пожилыми людьми их просто нельзя назвать. Да, мы обсуждали, что какое-то название грубоватое. Да, День мудрости, День доброты и День уважения, и это вот просто в точку будет. Потому что они такая... как вечный двигатель. Они каждый в своей организации всех остальных будоражит, всех поднимает. Вообще это очень хорошо. Я сейчас предлагаю перенестись в Южную Африку. Еще небольшая информация. Тренер Клод Мафоза организовал занятия по боксу для бабушек в Йоханнесбурге. Тренировки проходят 2 раза в неделю и пользуются огромной популярностью. Бабушки-боксерши утверждают, что они больше не страдают от недугов, которые мучили их до занятий, и стали сильнее, чем когда-либо. Их примеры вдохновляют все больше пожилых людей заняться боксом, и тренер планирует организовать подобные секции и в других областях страны.
Сейчас я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент уже из нашей республики. Усть-Вымский район тоже, конечно, активный, как говорили уже в физическом плане. Вот небольшой сюжетик. Вот немножечко мы другой клипик поставили, тот, который у нас был заготовлен чуть-чуть попозже. Это квест. Да, это квест. Он у нас уже вторично прошел. Первый был в прошлом году. Современный Усть-Вымский район, потому что все-таки квесты ассоциируются больше с таким подрастающим поколением, с молодежью. Вот, бабулечки бегали. Мы всегда молодых. Поэтому первый квест был посвящен у нас Усть-Вымскому району в честь 95-летия Республики Коми и самой республики. А вот на сегодняшний день, 12 сентября, мы провели следующий. Это мое село Айкино. Хотелось показать, что не только молодые, но и люди зрелого возраста могут легко познавать интересное. Прежде чем выйти на этот квест, им пришлось историю села изучить, посмотреть людей, которые выдающиеся люди, в честь которых улицы названы. Естественно, много надо было сделать к этому квесту, потому что там была аптека, природная аптека, да, поделочные материалы тоже были связаны с природой. Природа, врач, они должны были даже какие от бабушек, от дедушек рецепты получили. Все это было вот в этом квесте. И я так думаю, что квест прошел на ура у нас. И будет еще, конечно же, да? И будет еще, потому что у нас очень много мест. Я первый раз хотела провести на земле гамского поселения и рассказать об истории развития, как сказать, письменности, и где у нас вот первые школы возникли. Но потом все-таки время еще нет, есть, все эта впереди, девочка меня подвигла на село. Молодое поколение, которое создает видео и делится с этими видео, со своими. Бабушки там участвуют. Поэтому мы решили провести селу Айкино этот квест. Ну, Прерву вас, у нас есть дозвонившийся телезритель, узнаем. Возможно, поздравления. Мы услышим. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Вот хочется поздравить гостей, всех пожилых людей с праздником наступающим. Всего доброго, хорошего, здоровья. И все равно, хоть мы молодые, вас и не слушаем, все равно прислушиваемся втайне от вас к вашим советам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за звонок. Все-таки сейчас я предлагаю посмотреть вот ту физкультурную часть активной жизни Усть-Вымского района. Внимание на экран. Энергичные, быстрые, симпатичные. Будем бегать быстро, дружно, победить нам быстрее. Вот вопрос. Наши супер-состязания нам не в шутку, а всерьез. Нас не покинет нас, ведь на белом свете мы живем лишь только раз. Ну вот не просто активная жизнь, но еще вы осваиваете вот современные технологии, да, ну с помощью, конечно, с помощью молодых, да, но все равно такая современная форма отчета, презентации разнообразные. Ну, естественно, ведь наши бабушки тоже компьютером владеют, и, ну, молодые нам помогают где-то, снимаем
видео, сама уже научилась видео монтировать, хочешь не хочешь, но надо это будет делать. Надо учиться. Учиться никогда не поздно. Я считаю, что учеба – это хорошее дело. И поэтому всем советую. А вот это мероприятие, которое, оно началось у нас в 2015 году. И когда я только начинала это занятие, мероприятие спортивное, то еле набрала 3 группы. А сегодня, вот что вы видели, это уже 9 групп было. Ого. И мало того, что еще просились, но мы уже не смогли вместить, потому как помещение. Дальше мы в помещении работали. Это была первая часть, потом вторая еще была часть этого мероприятия. И поэтому здесь было уже 9 команд. Это, конечно, здорово, где энергии столько талантов у людей. Все. Ну, в школе вот мы заговорили про обучение, что учиться на самом деле никогда не поздно. Даже в наших эфирах мы неоднократно рассказывали о 2 таких интересных проектах, как Народный университет и вот Единая Россия потом ввела 3-й возраст. Ведь это пользуется вот вроде как много лет уже, да, и тому и другому проекту, а пользуется бешеной популярностью. И если есть, набор всегда, вот, по-моему, полный. Вы знаете, на самом деле, вот в начале октября мы откроем новый учебный год в этом году, да? В зал человек 500 не вмещаются. Но самое интересное, что когда мы начинаем распределять факультеты, вот понимаете, некоторых 2-3 факультета записывается. Вот факультет компьютерная грамотность, это вот как пирожки, все, потому что там есть немножко ограничений тогда, как пирожки разбирают все эти... Кто первый успел, да? Да, потому что там по разным местам, по разным временам. То есть изучение английского языка, изучение, значит, вопросов здравоохранения, экономики, ну буквально все вопросы, туризм. Поэтому вот задача, я говорю, я очень благодарен администрации города, скажем, что действительно мы создаем условия вот, для тех, кто хочет заняться. Поэтому на сегодняшний день вот наши ветераны, которые хотят чем-то заняться, есть возможность, есть условия. Мы проводим регулярно общегородские мероприятия. И вот всегда, понимаете, вот, то есть никогда не бывает так. То есть всегда идет какая-то инициатива, от инициативы, а их много. И наша задача есть запрос? Да, нам надо только поддержать. Ну, при этом Народный университет дает знания, а 3-й возраст, вот проекта «Единая Россия», там еще есть по физической активности, насколько я помню, да? Там и танцы проект, он как бы разнообразные. начинался с Сыктывкара, теперь уже по всей республике. Это тоже, там, ну, он как бы, он говорит, там больше факультетов, еще больше факультетов различных. Вот. И там немножко есть более дополнительное финансирование, и там столько интересных программ проходит. У них открытие всегда проходит где-то на улице, где-то на поле, где-то на природе иногда. Вот долгожительство – это редкий дар. Согласно данным книги рекордов Гиннесса, самым старым человеком на планете из ныне живущих признана 117-летняя японка Наби Таджима. Однако посостязаться с ней за право обладать столь почетным титулом может украинка Кристина Абрамовна Нагорная, которая старше Наби на целый месяц. Она родилась 1 июля 1900 года в селе Жадовое в Черниговской области. И несмотря на преклонный возраст, она и сейчас может многое рассказать о тех событиях, которые нам знакомы уже, собственно говоря, нам по учебникам знакомы, да, из главах истории. И вообще, в принципе, одна из самых больших концентраций долгожителей на планете – это японский остров Окинава. Жители этого острова уверены, что в 100 лет все только начинается, и с удовольствием делятся секретами того, как им удается сохранить молодость и здоровье так надолго. Так что берем пример с них. Есть звонок у нас от телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Во-первых, я хочу поблагодарить ведущую, которая очень интересно проводит все передачи. Мы Спасибо большое. с бабушками каждый раз смотрим ваши передачи. Спасибо большое. Во-вторых, значит, хочу поздравить своих сверстников, своих школьных друзей, своих бабушек, за которыми я ухаживаю из Сыктывкара. И всех пожилых людей, и пожелать им крепкого здоровья. Спасибо. Всего хорошего всем вам. Спасибо огромное за такой эмоциональный очень звонок, за похвалу, она всегда приятно, конечно же. И еще немножечко интересной информации. Я
не могла пропустить мимо, потому что вот об этой удивительной 86-летней красавице Кармен дель Офериче просто невозможно молчать. Она просто чарует своей красотой. Ее приглашают на съемки в различных телепередачах, роликах, фильмах. Но кроме этого, Кармен активно посещает модные показы, и не только для того, чтобы приобрести себе новый лук, но и для того, чтобы его показать. В детстве ее называли гадким утенком и шпалой. Девочки презрительно смотрели в ее сторону, а мальчики то и дело пытались ее задеть. В 1945 году Кармен было 14, и именно в этом возрасте начались перемены. Выходя из автобуса, к ней подошла, познакомилась с ней женщина, которая предложила пройти на пробы. Ее муж был фотографом. Те пробы были неудачными. Фотограф всего лишь выслал ей фотографии, с предложением через пару лет ее сфотографировать. Но ее крестный отец решил показать отснятые фотографии своей знакомой из журнала Vogue. И с тех пор, спустя неделю, точнее, она пришла на первые съемки фотосессии, и с тех пор уже очень много лет снимается. И вот я думаю, вы согласитесь со мной, что она просто очень красивая женщина. Поэтому стремимся, улыбаемся и соответствуем. А вот у нас в Сыктывкаре проживает участник Великой войны, 102 года. В прошлом году мы его приглашали на мероприятие. Он так активно ведет жизненный приезд. То есть мы в этом году его дома уже будем поздравлять. Но вот 102 года, этот вопрос, в декабре будет ему 102 года. А у нас есть женщина. Да. Женщина, которой 101 год. Так что такие же долгожители, да, мне кажется, есть 96, и у нас в Республике Коми. Сегодня, согласно указу президента Российской Федерации, мы ежемесячно совместно с администрацией поздравляем вот таких, кому 90, 95, 100. Их очень много. Ежемесячно где-то порядка 20 человек, которым исполняется 90, 95, ну и 100. Угу. Пора нам прерваться на небольшую рекламу. Увидимся через пару минут, так что не переключайтесь. И вновь рабочий полдень с вами. И напомню, что сегодня наш эфир посвящен предстоящему Дню пожилых людей. И гости нашей студии, вновь напомним, это председатель Совета Сыктывкарской общественной организации ветеранов Владимир Пыстин, председатель районного совета ветеранов Усть-Фымского района Татьяна Павлова и специалист Республиканской общественной организации ветеранов Любовь Некрасова. Любовь Васильевна, вы хотели рассказать о том, что вот помимо вот этого празднования, такого приятного празднования, дается старт чему? Вот уже сегодня огромная команда ветеранов республики запускает старт поздравлениям не только вот Международного дня пожилого человека, а мы еще ждем и 30-летие нашей ветеранского движения республики, которое вот мы наметили на 6 ноября. Вот. И это будет, конечно, в гимназии искусств. Мы соберем всю республику, у нас целая площадка. Но все это уже как бы немножко запланировано, и не буду выдавать все тайны. Вот я думаю, тогда мы еще встретимся и расскажем нашим телезрителям. Так что вот у нас праздники продолжаются, и октябрь, и ноябрь, и очень интересная бурная жизнь ветеранов. А еще я хотела бы рассказать о таком интересном эксперименте. Профессиональный стилист и визажист Гуар Аветисян, может, наши телезрители даже слышали о ней, уже 17 лет приглашала к себе в гости любимую бабулю из Еревана. Но бабушка Шура каждый раз придумывала новые причины, чтобы отменить и перенести поездку. Но все-таки этот день настал в августе. Бабушка Шура приехала в гости к внучке и согласилась проверить ее мастерство на себе. И вот что получилось. Гуар опубликовала в своем инстаграм видео с процессом перевоплощения, и этот ролик посмотрели почти 1,5 миллиона человек, даже уже больше 1,5. Так что, бабули, наши дорогие и любимые, соглашайтесь на эксперименты своих внучек, все-таки мы вас очень любим и только хотим для вас красоту создать, так что не бойтесь. Времени в эфире уже вот не так много, но я не могу не позволить, не дать вам возможность, точнее, такой, поздравить своих дорогих и любимых с праздником. Хотелось бы поздравить всех ветеранов республики, своего района с этим праздником. Я уже сказала, для меня это праздник добра, мудрости и уважения. Поэтому всем ветеранам желаю, во-первых, крепкого-крепкого здоровья, оптимизма, активности, душевной теплоты от своих родственников, ну и всегда быть впереди.
Ну, год 30-летия уставной деятельности ветеранского движения, в год 25-летия Международного дня пожилых людей я хочу всех, во-первых, поздравить и пожелать, да, крепкого здоровья, благополучия и сохранения вот активной жизненной позиции на благо своей семьи, своего города, района, республики и Великой России. С праздником всех! Огромного счастья, крепкого здоровья, в награду за труд ваш, за вашу заботу о других людях. Спасибо, говорим сегодня. И Республиканский совет, значит, желает, чтобы в каждом доме царило благосостояние, материальный достаток, и сил вам, дорогие ветераны, и здоровья, чтобы воплотились все ваши замыслы, все ваши планы. Спасибо вам огромное и с праздником вам. А, кстати, как думаете, вот кроме вот этих таких вот добрых слов, которые они слышат, я очень надеюсь, не просто один раз в год, но и в течение всего года и всей своей жизни, вот что еще секрет и залог такой вот бодрости и активной жизненной позиции? Вот как думаете? Секрет – это движение. Движение – это жизнь. Если они двигаются, получают энергию, а природа дарит нам эту энергию, всегда дарит, только ее надо правильно взять. И если ее берешь, то всегда ты будешь молод и душой, и телом. Главное вот это. А я думаю, что наши ветераны ставят перед собой цель и достигают ее. Вот и все. Ну, все, я присоединяюсь, но все-таки, видимо, вот то желание, которое они живут, скажем, в нашем в городе, все на селе, чтобы как-то было лучше, как-то было, чтобы было наряднее, ответственнее такое. Потому что у каждого есть внуки, правнуки, и они не хотят быть, вот, как бы, чтобы они отставали от своих детей и внуков. Тогда вот это тоже двигатель. Но то внимание, которое определяет предприятия, организации, это тоже вдохновляет их. Поэтому и критериев много. Но по жизни они, если были активны, они остаются активными и, как говорится, и в пожилом возрасте. Дай Бог им здоровья. Я хочу сказать огромное спасибо, потому что это такая энергия, это, ну, не представить, просто одним словом не сказать. Это такая у них энергия огромная, столько предложений, только успевай вот как бы их выполнять. Я не с удовольствием. Спасибо большое, что пришли в студию. Поздравляю с праздником, с таким международным поводом. Еще раз сказать, что мы вас очень любим и ценим. Спасибо, всего доброго. А нашим телезрителям я напомню, что посредством функции управления просмотром телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. Наших дорогих любимых дедушек и бабушек поздравляем с наступающим вашим днем. Пеките плюшки, будут гости. Ну а я с вами прощаюсь до понедельника. Хорошо отдохните за выходные. Увидимся ровно в рабочий полдень. А сейчас небольшой сюрприз, подарок для наших телезрителей. Танец от тоже столь нами любимого коллектива «Грэннис».